На сцене ТУВ Госфилармонии свое мастерство показали 13 выпускников Республиканской школы искусств имени Ростислава Кенденбиля разных лет. Ныне все они студенты различных специальных и высших образовательных учреждений культуры России, которые во время своих каникул приехали на малую родину. А сам концерт посвятили предстоящему 45-летию образовательного учреждения. На сегодняшний день, в принципе, существует, если по отделениям подразделения музыкального брать, то у нас 6 отделений, а так у нас художественное отделение и хореографическое отделение. Ежегодно мы выпускаем, конечно, по-разному, но примерно получается 17-25 человек. В программе концерта классические произведения русских, тувинских и зарубежных композиторов. За 45 лет существования Республиканской школы искусств был пройден большой путь от небольшого класса до собственного многоэтажного здания. Всего выпущено около 700 человек. Сегодня это единственное в Туве учебное заведение, которое совмещает и общее образование, и специальное с возможностью проживания в интернате. У нас в республике действительно огромная нехватка была профессиональных музыкантов. Наши в Туве всего где-то 4 человека было. Вот Алексей Бактаев, Черголол, Ростислав Токоролович Кенденбиль, Сая Бюрбе, потом и Владимир Тока. И все. Остальные вообще среди тувинцев не было с высшим образованием. И вот когда встал вот этот вопрос, и правительство обратились в Российскую Федерацию и в виде исключения дали нам возможность открыть нетиповую школу искусств с интернатом вместе. Дальнейший профессионализм обучающихся – вот основная идея создания РШИ. Преподаватели учат не просто играть, танцевать или рисовать, но и помогают найти себя в этом стремительно развивающемся мире, осмысливать окружающую действительность, уметь оценивать свои мысли и поступки через искусство. РШИ – это вообще колыбель моей музыкальной жизни. Можно сказать, что это основа основ. Школа все-таки, это же всегда была прям основой. А преподаватели, они мои самые любимые. Что я могу сказать? Это мои вторые родители. О них только теплые воспоминания и уважение. Преподаватели школы искусств – это профессионалы своего дела. Они не останавливаются на достигнутом и идут в ногу со временем. А концерт – это ступень вверх по лестнице мастерства юных музыкантов. Это результат каждодневной кропотливой работы педагогов, учеников и их родителей. Это первый концерт, посвященный юбилею Республиканской школы искусств. В целом перечне мероприятий, концерты, выставки и встречи. Об этом сообщили в Министерстве культуры Тувы. Поприветствовать и поддержать музыкантов пришел и руководитель регионального культурного ведомства. Мы уже второй год уже работаем нашим ведомственным проектом адресная подготовка кадров, да, и не только в городе Кызыле, и за пределами, имеется в виду в Кажунах тоже. Вот сегодня наши выпускники нашей школы, вот, Республиканской школы искусств имени Кенденбиля и нашего колледжа искусств имени Черголола, вот они выпустились наши, и они за пределами обучаются в разных учебных заведениях, в том числе в Новосибирской консерватории, Кемеровском институте культуры, вот, разных учебных заведениях. Вот мы решили вот, их все-таки на них посмотреть, чтобы тоже зрители тоже посмотрели, что над ними мы тоже прослеживаем их, значит, обучение. И самое главное, наша цель вот этого проекта, значит, после окончания этих учебных заведений, что они возвращались в Кызыл, в республику, и работали в области культуры нашей республики. Конечно, далеко не все выпускники выбирают путь музыканта, художника или хореографа, но они становятся любителями и ценителями искусства. Но тем не менее, Министерство культуры Тувы, тех, кто продолжает заниматься творчеством, в рамках проекта адресной подготовки кадров с этого года учредило ведомственные стипендии 32 выпускникам, которые продолжили обучение в высших и специальных образовательных учреждениях культуры России. Чинчи Кашпукол, Чайхан Дунгак, Азамат Очур, телеканал Тува 24.